Да. Итак, все готово к началу этого поединка. Ростовские болельщики, естественно, гонят Михаила Колобегова вперед. Но, опять же, да, это первый его поединок за год, фактически. И, кстати, он тоже признался в интервью, что не особо он любит драться как раз на глазах местной, своей собственной домашней публики, где много друзей и близких людей ему. Но он профессионал, принял это с достоинством. Кстати, левый джеб жесткий сейчас со стороны Хусейна. И туда же дополнение справа. А Михаил хорошо левый боковой навстречу. Выбросил. Да. Коленом в прыжке попытался ударить Михаил. Оба жесткие бойцы. И очень жестко прикладывают и с рук, и с ног, и с колен. Могут реально нокаутировать в любую секунду своего оппонента. Да, у Хусейна Кушагова много досрочных побед. Мы об этом уже говорили. Хороший лоу-кик. Справа через руку. Очень тяжело от Михаила Колобегова. Начинает отступать Хусейн. Сам сейчас неплохо. И сам пропустил сейчас Михаил навстречу. Да, вот искусство добивать — это тоже целая наука поплывшего соперника. Здесь самое главное не бежать оголтело вперед, а грамотно работать. Вспоминая Биспинга, тот чемпион UFC, который с... здесь попадание справа. В разрез Колобегов попадает сейчас. Очень серьезно попал. Сейчас попытка Супермена как раз со стороны Хусейна Кушагова мимо цели. Болел как раз Михаил за соперника Биспинга. Это великий Дэн. Да, все помнят этот поединок, конечно. Дэн Хендерсон просто легенда. Что тут скажешь, правда, карьеру свою уже завершил. Но посмотрите сейчас, какой обмен у нас происходит. И Михаил, и Хусейн наносят точные удары. Михаил Колобегов продолжает поддавливать, теснит соперника. Заряжает справа через левую руку, выходит на левый боковой добивание и туда отправляется. Ну и рефери останавливает поединок. Вот вам и Михаил Колобегов. Возвратился. Триумфально. Триумфально и с сокрушительным нокаутом одерживает победу. Это такие забивания в стойке. Точное попадание. Не отпустил. Инстинкт убийцы проявил и сокрушительно добил. Хусейн Кушагов недоволен остановкой, судя по всему, равно как и предыдущий спортсмен, который у нас был, Евгений Лазуков. Но в большей степени это из-за характера. Недоволен. Чаще всего вот недовольство бойцы проявляют, если вот в таких подобных случаях происходит остановка, как мы увидели у Евгения Лазукова. Характер вот чемпиона, характер победителя не дает возможность осознать вот это поражение и признать его так. Это с пониманием мы можем оценивать. Кстати, хороший такой отчасти признак духа. Ну и обязательного возвращения на победоносные рельсы. Максим, а вот здесь у вас есть к рефери вопросы об остановке боя? В этом поединке здесь особых нет, если честно, и до этого не было вопросов. Здесь все делается для того, чтобы сохранить здоровье бойцам. Да, это его первейшая задача. У них же впереди карьера, и мы знаем точно, что Хусейн... Да что там карьера? Жизнь. Жизнь в том числе, и здоровье, да. Поэтому сейчас послушаем слова победителя дома у себя. Михаил Колобегов. И такая победа. Михаил, у вас был довольно длительный простой из-за травмы. Вот вы сейчас провели яркий бой, одержали весомую во всех смыслах победу. Что сейчас чувствуете? Облегчение, что все труды прошли не напрасно. Мама, мы весь с тобой гоняли. Привет тебе, видишь, я победил для тебя. Вы ярко выступили сейчас в этом поединке. Какие планы у вас в Лиге ACB? Понятно, что чемпионство всегда, но, тем не менее, на следующий бой, кого бы вы, возможно, хотели видеть своим соперником? Следующий соперник у меня операция, опять 29 ноября. Потом посмотрим, что руководство даст. Хотел бы поблагодарить всех, кто пришел. Всем привет, салам алейкум. Кому-то hello, кому-то hi, кому-то ауе. Интересно. Михаил красавец. Ко всем обратился, ко всем представителям большой аудитории в Ростове. Которому сейчас очень нужна победа.
из-за Александра Шабли. Спасибо. Да, вот та сгонка веса, которую мы сказали по ходу этого поединка, для него была ключевой, конечно, задачей. Он с ней справился и справился в итоге с соперником. Очень серьезная позиция в лице Хусейна была для Михаила. Ну и здесь победа техническим нокаутом. Точные жесткие попадания все в область головы, подбородка и челюсти. Да. Да, рефери прав на 100%. Потому что если бы он бой не остановил, там особенно все видно в замедленном повторе. Да. Всегда мы наблюдаем, есть такая возможность. А у рефери, кстати, ее нет, да, между прочим. Поэтому здесь особенная ответственность на этом высоком профессионале должна лежать. Ну, она такая и получается на самом деле. Очень